Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой: почему он вас не отпускает? Почему ни вы, ни он друг друга забыть не можете? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, и на себя, и на мужчину. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Но между вами просто невероятная связь, невероятное притяжение, и это похоже на сверхмощный магнит. И его тянет безумно к вам, и вас к нему безумно тянет. Я вижу здесь очень много попыток разойтись, забыть друг друга и даже переключать внимание на других партнеров. Но ни у вас, ни у мужчины это не выходит. Так, мужчина очень горделивый, мужчина очень своевольный, такой, знаете, темпераментный жеребец, да, вот простите, но идет это слово. Он, конечно, красавчик, умеет быть видным, такого грех не заметить, да, мимо не пройдешь. Очень привлекательный. У кого-то мужчина прям красавчик, а у кого-то мужчина берет вот этой своей харизмой, мускулинностью своей, да, мужицкой силой. Да, интересная он личность. По душе очень неплохой человек, очень неплохой. Несмотря на все его там заскоки, на все его необдуманные и горячие поступки, он в душе очень хороший и добрый человек. В нем есть жалость, в нем есть милосердие. Вы знаете, он такой ранимый иногда бывает, особенно к детям и к животным. Может быть, он этого не показывает, да? У кого-то отыграется, что он даже этого стыдится и говорит: да ну ты что, там сопли, это не мое, я ж мужик. А на самом деле, прямо, знаете, вот до дрожи в губах, да, вот сердце начинает дергаться, хочется пойти и беззащитного защитить, помочь, уберечь. Такой он хороший, человечности в нем очень много. Вот. Вы, кстати, пожестче будете. Вы меня простите, но я это вижу. Либо, по крайней мере, вы умеете себя в нужный момент сдержать. Вы умеете себя контролировать. Вы умеете себе строго приказать, что надо сгруппироваться, а потом попереживать, поплакать сможешь потом. Да? Сейчас нужно действовать. Вы такая. Вы, кстати, намного жестче, чем он. И в решениях, и в суждениях, и даже в высказываниях. Вот. Ну, пока вас не трогаешь, вы очень милая, добрая женщина. Как только вот кто-то начинает вас стебать, либо задевать ваши интересы, вы мгновенно превращаетесь просто в фурию. Да, этот момент, кстати, вашего мужчину и вдохновляет, и восхищает, и очень-очень пугает. Мужчина ваш заложник стереотипов о том, что женщина должна быть кроткой, о том, что женщина не должна иметь свой голос, свое мнение. Да? Женщина, твое место – это кухня. Когда мужики общаются, ты иди там молчи где-нибудь в стороночке, а лучше забейся в угол, чтобы тебя видно не было. Вот. Да, вот такие мысли в него вложили, вот такие тезисы он впитал, понимаете, может быть в детстве, может быть там в процессе пубертата, но тем не менее, этим он живет. Конечно, это неправильно, но мы все заложники тех стереотипов, либо той среды, в которой мы живем, растем и воспитываемся. Ваш мужчина именно такой. Это, кстати, первое противоречие между вами. Второе противоречие. Вы по-разному отдаетесь в любви. Абсолютно по-разному.
вы отдаетесь целиком и полностью. И то же самое требуете от своего партнера. Он так, как вы, не умеет. Он делает по-другому. Вот. В его понимании доказать, что люблю, это заработать денег, купить дорогой подарок, обеспечить достаточно комфортный уровень жизни. Это быть мужиком, знаете, с такими золотыми, извините, кокушками, да, чтобы завидовали. Вот сентименты, те же проявления нежности, клятвы, какая-то романтика, она ему, к сожалению, не присуща. Либо он этого стесняется, да, он еще в этом себя не раскрыл. Либо вообще, в принципе, не пробовал, он даже не знает, как это хорошо и приятно. Вот. По-разному вы любовь и видите, и воспринимаете, и друг другу даете. Но тем не менее, и вы любите по-настоящему, да, даже не спорьте со мной, я ведь вижу глубину вашего сердца. Ваше сердце говорит, что да, я люблю. Я люблю, я любила и люблю. И его сердце говорит то же самое. Это второй момент. Третий момент. Почему же вы все-таки не можете построить отношения? Ответ очень банальный и от этого очень тревожный. Между вами черный посыл. Не пугайтесь, не пугайтесь, это не критично, с этим можно работать, это можно снимать. Вы все разные, у каждого своя история, своя ситуация, но черный посыл между вами стоит клином. И пока этот черный посыл присутствует между вами, очень сложно вам будет договориться и очень сложно вам будет друг друга любить и строить совместную жизнь. Смотрите, девочки, у кого-то это с глаз. Могли поглазить его, могли поглазить вас, могли поглазить вашу пару, ваши отношения. У кого-то это действительно чары. Причем чары накладывали на мужчину. Хотели увести. Либо еще до вас, да, какая-нибудь бойкая девица хотела его к себе привязать. Тем самым обрекла его на вот такую неспокойную и несчастную жизнь, судьбу. Вот. У кого-то отыграется заботливая, в кавычках, мамочка, которая решила своего сыночка уберечь от всех нехороших женщин мира. Да? То есть все женщины плохие, я одна хорошая, только я одна умею любить моего сына, поэтому ставлю на него защиту, чтобы он случайно не влюбился, да, и случайно от меня не ушел. Так очень часто бывает, и в моей практике, но это прям львиная доля проблем в семейных отношениях, это вот такая необдуманная защита, либо необдуманный посыл матери на своего сына. Да, ведь она ничего дурного не хотела, если разобраться по сути, но испортила жизнь своему ребенку. Да, он с ней живет там до 40-50 лет, несчастный, ни семьи, ни детей. Да, либо семья и дети были в прошлом. Теперь они друг друга не видят, не знают. А он с ней сидит, за ней горшки носит. Ей это хорошо, а вот ему очень плохо. Вот. У каждого, конечно, своя проблема, и это общая отсыпка, я не могу сказать. Это все нужно персонально просматривать. Но именно эта третья причина вас и развела. Именно эта причина не дает вам друг друга забыть и друг друга отпустить. Потому что с одной стороны есть преграда, а с другой стороны вашу любовь и ваше притяжение так просто нельзя убить и уничтожить. Любовь все-таки сильнее, чем любое зло. Родство душ — это невероятная сила, а у вас оно присутствует. Девочки, если вы понятно, да, каждая думает о своем, но я дам вам несколько вариантов. Первый, если вы думаете, что нет, не хочу, устала, обидел, много грязи между нами было, я не готова, тогда смиритесь о том, что вы никогда не сможете его забыть, и он никогда не сможет вас забыть. Периодически вас будет с безумной силой тянуть друг к другу. Вы будете встречаться, кто-то будет сходиться, да, но вашим отношениям не хватает топлива. Это топливо перебито черным посылом. Машинка ваша не поедет, пока вы этот черный посыл не уберете.
Вот. И знаете как, и вместе плохо, и врозь никак. Это будет ваша история. Либо с себя снимайте и делайте отвязку, остуду на этого мужчину и на себя. Ну, либо придется именно в таком формате жить. Если вы четко для себя уверены, что я готова бороться, я готова пройти огонь и воду ради того, чтобы мы были вместе, у вас все получится. Вы сможете и силой своей любви, и силой своей мысли, и своей энергетикой этот черный посыл убрать. Потому что у меня в венце именно женщина убирает вот этот черный платок. Именно женщина. Вот. Мужчина, он не сможет, он не вытянет, у него энергетики не хватит, у него усидчивости не хватит, терпения не хватит, воли в конце концов у него не хватит. А у женщины все получится. Да, займет какое-то время. Но результат будет просто потрясающий. Вы и сойдетесь, и договоритесь, и будете жить душа в душу. Я вам настоятельно рекомендую подумать об этой ситуации. Пусть каждая честно сама для себя ответит на вопрос, чего я хочу, как я вижу свое будущее. Либо вы будете себя снимать и делать остуду, чтобы забыть его, либо вы будете бороться за него, за себя и за ваше совместное будущее. Это все возможно. Как бороться? Ну, девочки, молитва от сердца творит чудеса. Я 1000 раз об этом говорила. Настоящая молитва, неважно, какие там слова, важно то, чтобы вы это чувствовали сердцем и душой. Вы можете просто молиться своими словами и говорить то, что вам нужно, просить то, чего вы хотите. Поверьте, это работает. Вот, просите избавить от негатива вас и вашего любимого, ваши отношения. Делайте на убывающую луну. Вот читайте эту молитву. Убывать стала луна. Вот с первого дня убывания луны начинайте читать, пока на новолуние не дойдете. Новолуние началось, начинайте просить молитвы читать на то, чтобы вы соединились, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас была семья, чтобы вам дали обещанное счастье. Вот так это и работает. Потратите несколько недель, может быть, месяцев, да, и все будет нормально. Не хотите так долго, ищите мастера, который вам поможет. Все в ваших руках. Вам не удастся друг друга забыть. Даже через 1000 лет вы будете друг друга помнить, ваши души, и будут тянуться к друг другу. Эта история, она не имеет конца. Ведь настоящая любовь, она бесконечна и существует вне времени и вне пространства. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Поймите, только вы хозяйка своей судьбы. В ваших силах творить чудеса. Так начинайте их творить. И творите для себя, для собственного счастья. Всем спасибо. Всем пока-пока.